Как только тучи в небе развеялись, бейсджамперы начинают прыжки со Столовой горы. Зрелище одновременно завораживающее и пугающее. Остается только догадываться, что чувствует спортсмен во время такого полета. На высоте открываются все красоты горной Ингушетии. Адреналин усиливает горные пейзажи. Это особый разряд эмоций. Бейсеры облюбовали Ингушские горы еще 9 лет назад. И с тех пор ежегодно сюда съезжаются любители острых ощущений из регионов России и даже мира. Сергей Павлик – бейсджампер со стажем. Но в нашей республике он в первый раз. Сделав пробный прыжок на параплане, сразу поделился своими впечатлениями. Прыжок шикарный, отличные виды сквозь облако, полет, отличная погода. Вчера ждали сильно дольше. Наверх, к точке, откуда они прыгнут в бездну, спортсмены поднимались 1,5 часа, а сам полет до подножия горы занял у них меньше минуты. Но оно того стоит. Бейсджампинг дает спортсмену непередаваемую гамму эмоций, чувство свободного полета. Ради этого спортсмены готовы, сломя голову, прыгать в самые крутые ущелья. И после приземления они вновь готовят свои парашюты для повторного прыжка. Вот мы сейчас думаем, может быть, сходим сейчас еще разок, вот, в зависимости от ситуации с машиной. Сейчас соберемся наверх ехать, то полетим еще. Так что можете увидеть нас еще раз. После изнурительного восхождения и стремительного полета вниз спортсмены восстанавливают силы. Ирина Воропаева не в первый раз прыгает с гор Ингушетии, но все же не спешит прыгать за коллегами. На равнине она собирает информацию у тех, кто уже совершил полет. Делится, что непременное условие удачного прыжка – это тщательное изучение местности, над которой будешь пролетать. За ее плечами 500 прыжков. Она прыгала с Сочинского моста с высоты 200 метров, а этой зимой в Южно-Африканской республике с одноарочного автомобильного моста. Вернуться туда вновь из-за эпидситуации не получилось. Принимаем участие в этом фестивале уже 5-й или 6-й год и очень любим это место, поэтому приехали в очередной раз. Во-первых, здесь, конечно, совершенно уникальная природа, очень красивые горы. С самого утра наблюдать за полетами парашютистов пришел Магомед Куштов. Говорит, что и сам не прочь попробовать. Его радует тот факт, что бейсджамперы нашли свое предназначение и каждый год возвращаются на нашу прекрасную землю. Это уже 9-й фестиваль по бейсджампингу в Ингушетии. В этом году из-за эпидситуации, из закрытых границ, посетить наш субъект посчастливилось только экстремалам из России. Если говорить о географии, то начиная от Владивостока, Уфа, Москва, Питер, практически с разных, как говорится, городов. Ну, преимущественно, естественно, Москва и Санкт-Петербург. В этот раз, если честно говорить, у нас достаточно много людей, у нас даже не хватило места для проживания. Ребята автономно сразу включились, поставили палатки, разбились, все, как говорится, все хорошо. Парашютисты планируют совершить прыжки с 3 известных горных вершин. Столовая и Цейлуам удачно покорены. Впереди Цори. А 22 августа, в день государственного флага, бейсеры пролетят с триколором России. Возможность увидеть это захватывающее зрелище есть у всех желающих. Хава Султыгова, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев. Новости 24.